НАТО закрывает дверь под носом у Путина. Какой будет реакция диктатора? Падают поезда по всей России и на оккупированных ею территориях. Что это за эпидемия? Логистика на грани срыва. Дальше хуже. Полиция отступает, машины в пепле, дым над Елисейскими полями. Эйфелева башня светится, а элитные магазины грабят. Что происходит в Париже? Огонь в палате, дым и паника в Германии, теракт, нападение или случайность. Десятки пострадавших. Что произошло? Скандал века и тайная операция ГРУ. Как провалились российские любители шпилей. Суть раскрыта, обо всех деталях расскажем. Госдума нашла нового врага, это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Конфликт набирает обороты, НАТО отвергает предложение Путина, а он снова стучит в закрытую дверь. Альянс не собирается обсуждать его требования о письменных гарантиях отказа от расширения на восток. Как сообщили Радио Свобода, дипломаты и источники в Альянсе, ни на одной из официальных встреч этот вопрос даже не поднимался. Все это звучит накануне второй встречи в Стамбуле, которая теоретически может пройти 2 июня. Возможно, это просто академическая дискуссия. Любое решение НАТО должно приниматься на основе консенсуса. Письменная гарантия о нерасширении на восток – это не то, что Москва может так просто получить. Иными словами, Кремль может сколько угодно надувать щеки и требовать гарантий. Альянс даже не собирается их обсуждать. И уж точно никто в НАТО не собирается подписывать Путина на новую Ялту. Поездопад в РФ. Железные дороги не вывозят россиян. Контроль над ключевыми логистическими артериями под вопросом. Пропагандистские телеграм-каналы и военные блоги гудят. Это удар по тылам, а не случайность. На фоне заявлений про диверсионные группы ВСУ тревога растет, и Москва напряженно замерла в ожидании следующих ударов. Брянщина снова вздрогнула. Новый взрыв на железной дороге. На перегоне Унеча-Жеча в 10:52 утра прогремел взрыв прямо под путеизмерительным поездом. На этот раз чудом обошлось без жертв и разрушений, состав повреждений не получил, но тревога ведь растет, это уже не первый случай диверсии в регионе. До этого накануне тоже в Брянской области мост рухнул прямо на пассажирский поезд, полный людей. В вагонах находились 388 человек, 7 погибших, травмы получили более 60, включая детей, 47 госпитализированы, 3 в тяжелом состоянии. И все это на фоне слухов о диверсионных группах и украинском следе. Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда. Поезд Климова-Москва, где было 388 пассажиров. Под обломками моста оказался поезд Климова-Москва. Взрывное устройство якобы сработало в момент прохождения состава. Правда, упоминание об этом пропало из официальных пабликов. Слово «взрыв» они теперь не используют. И тут есть еще одна нестыковка. Этот путепровод был на ремонте до 20 июня. То есть мог обвалиться и в результате этого самого профессионального ремонта. А списать все можно на террористов, конечно. Ночью похожие ЧП произошли еще в 2 местах. В Курской области мост рухнул прямо на проезжающий грузовой состав. Загорелся тепловоз. Машинист пострадал. На фоне других происшествий, например, задержание в пятницу террориста, готовившего теракт в Москве по заданию украинских спецслужб в месте массового скопления людей, версия о целенаправленной диверсии против пассажирского поезда не вызывает удивления. Но самое интересное, в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области, по данным украинской разведки, под откос пошел российский военный эшелон, шедший в сторону оккупированного Крыма. Цистерны с топливом, вагоны, все разбросано по рельсам. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.
Российские войска продолжают давить на Сумскую область, превращая приграничье в зону страха. Война подбирается к домам. Над селами гудят дроны, ракеты рвут землю, а над городами сгущаются тучи авиаударов. В Сумской области официально объявлена обязательная эвакуация еще для 11 населенных пунктов. С каждым днем серая зона расширяется. По последним данным, под российским контролем уже более 108 квадратных километров украинской земли. Карты боев пестрят красным цветом, подтверждая худшие опасения, а в некоторых случаях уже заявляют про оккупацию Локни, Юнаковки, Беловод, Водолаги, Владимировки и других населенных пунктов. Мы много говорим об этом, поэтому теперь хочу услышать ваше мнение. Готов ли Кремль пойти на штурм города Сумы? Как думаете вы? Пишите в комментариях. Не забывайте. В Киеве считают, что Москва готовит именно это – масштабное наступление, чтобы прорвать оборону и создать буферную зону на украинской земле. Эвакуация идет в экстренном порядке всего из региона. Увезут жителей более 200 населенных пунктов. Власти призывают покинуть дома в Горобовке, Штановке, Вороновке, Янченках, Цимбаловке, Шкуратовке, Кровном, Николаевке, Рудновке, Спасском и Капитановке. Люди в панике собирают вещи, сажают детей в автобусы и едут в никуда, оставляя за собой пустые дома и разрушенные улицы. Шокирующее разоблачение. Журналисты публикуют взрывоопасное расследование, которое может стать крупнейшим скандалом в истории европейской журналистики. По их данным, российская ГРУ вербовала журналистов по всему миру без посредников напрямую. Имена, данные, переписки – все в руках Христа Грозева и Романа Доброходова. Среди разоблаченных болгарская журналистка, которая сотрудничала с подразделением 29155 Главного разведывательного управления России. Тем самым, что стоит за покушением на Скрипаля и атаками на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Это подразделение, как выяснилось, занималось не только шпионажем и диверсиями, но и разворачивало целые сети дезинформации, используя журналистов как свои инструменты влияния. Журналист, о связях которого с этим подразделением у нас достаточно доказательств, чтобы назвать его публично в нашем отчете, это Диляна Гайтанджиева. В этом случае, однако, стало ясно, она действительно работала на, пожалуй, самое опасное подразделение российской разведки, группу, состоящую исключительно из ликвидаторов, чья задача устранять оппозицию, предателей, тех, кто не верит в Кремль, и нейтрализовать конкурентов по всему миру. Нельзя забывать и о самых громких акциях подразделения 29155 ГРУ. Серия взрывов на складах в Чехии и Болгарии. В Чехии факты уже подтверждены судом, а в Болгарии расследование все еще идет. И на скамье обвиняемых те самые люди из ГРУ. Но настоящий шок для экспертов наступил в августе прошлого года. Тогда, по данным западных спецслужб, включая ФБР, стало известно, у этого элитного диверсионного подразделения есть собственная кибергруппа. И это не просто хакеры, а целая машина по созданию и распространению дезинформации. Ранее считалось, что фейки, вбросы и целые инфооперации исходят из разных подразделений ФСБ, СВР и ГРУ, но оказалось, что за многими из них стояло именно подразделение 29155. Именно они, по данным журналистов-расследователей, проводили кампании прикрытия, запускали фейковые новости, чтобы отвлечь внимание от своих реальных операций, от взрывов и убийств до громких покушений за границей. Наконец-то найден тот, кто наносит вред российской экономике. Нет, это не Путин и не война. Это нестройные россияне. Так считают в Госдуме. Разоблачила негодников депутат Ирина Филатова. На сегодняшний день в Российской Федерации более 60% людей имеют избыточную массу тела. И разумеется, это оказывает очень существенное влияние и на качество жизни, и на продолжительность жизни, на репродуктивные способности. Доля их в смертности у людей, больных сахарным диабетом обоих типов, составляет приблизительно 52%. То есть, в общем и целом, это большой удар по демографии нашей страны. Пока власти призывают рожать и не обжираться, несознательные граждане набирают вес и не дают совершить демографический рывок. Интересно, как планируют бороться. Эрдоган вот в Турции вводит патрули с весами на улицах. Но исходя из традиций Думы, введение налога на полдых или разгрузочные туры на фронт исключать никак не стоит. Что думаете? Не забывайте писать в комментариях свои мысли.
Фантастическая победа и фантастический разгром сразу в нескольких смыслах. Париж в огне после триумфа футбольного клуба Пари Сен-Жермен. Победа клуба в Лиге чемпионов 5-0 против Интера обернулась хаосом на улицах. Эйфелева башня светится в цветах клуба, Макрон ликует, а на Елисейских полях погромы, слезоточивый газ и водометы. Более 300 задержанных, подожженные машины, штурм бутиков от Шанель до Футлокер. Толпы фанатов пошли штурмом на Триумфальную арку. Полиция пыталась сдержать их натиск. На улицах Парижа почти 5500 стражей порядка, но даже они не справились с волной безумия. И это только начало. Сегодня в столице Франции победный парад ПСЖ. Десятки тысяч ожидаются на улицах. Город на грани нового хаоса. Макрон уже готовится встречать игроков, но Париж дрожит в ожидании продолжения бурных празднований. К слову, матч, можно сказать, вползает в рекорды, но не бьет их. Счет очень большой, но рекордный счет в финале Лиги чемпионов был в 1960 году 7-3. Тогда мадридский Реал обыграл немецкий Айнтрахт из Франкфурта в финале турнира, который тогда еще назывался Кубком европейских чемпионов. Так что матч ПСЖ-Интер, можно сказать, на втором месте. Кроме того, каждый раз, когда финал проходил в Мюнхене, это было несколько раз, побеждала именно та команда, которая еще не имела в своей истории подобных трофеев. В этот раз история повторилась. В Гамбурге этой ночью разыгралась трагедия. В городской больнице Мариенхоспитал вспыхнул пожар, который унес жизни как минимум 3 человек и ранил более 50. Среди пострадавших тяжело раненые и 1 пациент в критическом состоянии. Пламя вспыхнуло внезапно в отделении для пожилых, а затем густой дым захлестнул все этажи здания. Причины пожара неизвестны, официальные лица пока молчат, а следователи только начинают разбираться в деталях. Мы получили вызов в больницу Святой Марии в Гамбурге вскоре после полуночи. Пожар произошел в палате на 1-м этаже. Огонь распространился на 2-й этаж. Когда мы прибыли на место, многие люди стояли у окон, и мы спасали их через окна и по коридорам. Пациентов экстренно эвакуировали, часть доставили в другие медучреждения. В больнице царила паника, люди бегали по коридорам в поисках выхода. Огонь потушен, но последствия трагедии огромны, и Германия просыпалась в шоке. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.